Тем временем в Усьмайском районе не зарегистрировано ни одного больного свиным гриппом. Их просто нет. Но это не значит, что нужно забывать о профилактике. О правилах защиты расскажет Анна Соловьева. Свиной грипп в нашей стране охватывает все новые и новые регионы. Однако на сегодняшний день в Усьмайском районе не зарегистрировано ни одного случая заболевания свиным гриппом. Пока еще относительно спокойно. Заболеваемость, конечно, идет прирост. По сравнению, со второй рабочей недели у нас было зарегистрировано 47 случаев заболевания. Это в основном детки садовского возраста, 3-6 лет. Во вторую рабочую неделю уже идет прирост более чем в 2 раз. Уже зарегистрировано 106 случаев. И вот на третью неделю, вот с 25 сентября по сегодняшний день, зарегистрировано первичных вновь заболевших больных уже 136 случаев. Вирус H1N1 опасен именно тем, что осложнение дает почти моментально, уже на 2-3 день болезни. Все смертельные случаи заболеваний вирусом происходят из-за того, что больные откладывали лечение до последнего момента, надеясь на препараты из ближайшей аптеки. Тогда как вариант с вызовом бригады скорой помощи был бы куда более полезным. Идет увеличение времени работы персонала, в частности обслуживания на дому. Ведется постоянный контроль за расходом и пополнением противовирусных препаратов. Также идет пополнение и расход за средствами индивидуальной защиты, это маски, перчатки. Исходя из того еще, что у нас были морозы пока еще, и дети не ходили в школу из-за того, что были отменены занятия из-за холода, не было контакта. Но сейчас вот будет потепление, мы ожидаем, конечно, подъема заболеваемости. Самое главное сейчас – сохранять спокойствие, не поддаваться панике и чутко прислушаться к своему организму, наблюдать за самочувствием детей и близких. В настоящий момент на первый план выходят 3 простых правила. Как можно чаще мыть руки, держать дистанцию не менее 1 метра от людей с признаками заболевания и вести здоровый образ жизни. Анна Соловьева, Эдуард Тичковский, Михаил Лукин, НВК «Саха», Усьмайский район.